И эту задорную песенку про олененка и ее исполнительницу, эвенкийскую певицу Синильгу, знают и любят ценители якутской эстрады. Ее имя Синильга в переводе с эвенкийского языка означает «первый снег». И как первый снег она засияла с 2004 года, когда начала петь песни на родном эвенкийском, а также якутском и русском языках. В настоящее время Синильга является артисткой-вокалисткой Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Мы встретились с Синильгой, чтобы узнать побольше о ней самой и о ее творчестве. Я венкийка. С двух сторон у меня все венки, несколько поколений. Там даже других кровей не смешалось, потому что они жили компактно в Оленевском районе. Это же далеко, да, от Якутска, где-то около 2000 километров, даже больше, да. Конечно, там раньше Оленька не было. Это был Вилюйский округ, конечно, центром был Вилюйск. Тогда, наверное, уже прабабушка, прадедушка, когда они, вот, Егоров, он у меня, и даже прозвище Красный Тунгус у него, да, они вот с краев кочевали по Вилюйскому округу. И, конечно же, там же идет через Оленек. Они все кочевали по Усть-Оленьку, по Оленеку, по Красноярскому краю. Дедушка у меня, бабушка охотником была. У бабушки, ну, папиной стороны, да, она была охотником. Ну, зимой охотилась, Степанида. И после летом, когда приезжали на время, она себе из цеха, который у нас работал, да, на дом шить работу брала. Рано умерла у меня бабушка с папиной стороны, поэтому мне всегда жалко было дедушку, он же кочевал. Красивый у меня дедушка был, я его очень любила. И у него запах был такой, мы же целуемся, мы целуемся же, нюхаем же, да? И когда нюхаешь от дедушки, что, детским запахом чистоты, он у меня не курил, не пил. И когда я обнимала и целовала, и от него шел запах оленевого молока. Он такой вкусный. Он у меня такой шутник, и у него все зубы были, он такой улыбается, у него лицо такое круглое с этим, и красивая челюсть такая, и светлые глаза. Я с детства кочевала, мама мною беременная была, всегда кочевала. Мои люди, промысловики, охотники. Отец был очень знаменитым охотником республики, Павлов Николай Савич. Я всегда гордилась, я росла в семье промысловиков, охотников. Я выросла в большой семье, многодетная семья. Нас в семье 6, я самая старшая, каждый делал свою работу. У нас 3 раза доили оленей. У нас столько было важенок, и некоторые люди даже не знают, что оленя можно доить. Да. И у нас столько дойных оленей было, да, утром можно было дойку, днем было, когда они приходят к стойбищу, да. И вечером, вечернее. Я выросла на оленьих кашах, на оленем молоке, на сливках, поэтому мы были помогайками. Бабушка, дедушка там все, и тетя дует, а я с бидончиком. И они вот сюда сливают с кружек и с ковшиков, да, а все это мне надо было отнести в чум. И я такая захожу в чум, там никого не было, и начинаю пить это. А там же кухня есть, да, все-таки там чум, и кухня есть, и место для хозяина. У нас же тоже там все, да, не просто так не приходишь. Там место сначала кухня, заходишь,
печь, сзади печки обязательно кухня, после кухни хозяйки кроватка, хозяина кроватка, потом уже детей, гостей, да. У нас были чумы очень большие, потому что мы всей семьей всегда кочевали, и мама, и вот родители моих родителей. Когда я была совсем маленькой, были у каждой семьи, именно вот у хариалахских, да, в основном же вот хариалах, кирбейский наслед, где живут именно вот оленеводы. Центр — это центр, там много приезжих, учителей, очень много работников приехали, да, тогда грамотные люди, да, в те времена. А основными промысловиками, коренными жителями были вот кирбейский наслед, Хариала. Еще до этого были еще несколько деревень, их потом соединили, всех объединили. И получается, все вот компактно живут же, да, и друг другу приходится, конечно же, родственниками, иногда даже с двух сторон, у меня с двух сторон родственники получаются. Мы друг другу помогаем. Обычно вот настоящий северянин, он добродушный, которые могут последними штанами, рубахой поделиться, да, вот куском мяса. Поэтому у нас в крови по генетически вот это, да. И я даже могу помочь человеку, который совсем не знает. Если там несправедливость какая-то, это у меня, ну, вот воспитание такое, да, потому что я с рождения, мама беременная мной вот кочевала с папой, папа же тогда работал именно вот охотником, ну, он охотником и был, и они почти круглый год кочевали. Приезжали только там, наверное, на слет оленеводов. У нас этот праздник с детства никогда не останавливался, ни 90-е, никогда. Поэтому вот очень сохраненный традиционный праздник у нас именно вот слет оленеводов. Я помню с детства, когда этот праздник начинался, мы в кладовку выходили, там свои меховые одежды обязательно. Если там, благо, что у нас физиология такая, мы широко раньше, да, еда хорошая была, да, широко вот в ширину вырастали в длину. Поэтому, если вот мастерица, ну, мама мастерица, и их наставляла рисунки, чтобы они подлиннее были на следующий год, например. Да, дети же быстро растут. В то время прямо мы богато жили, потому что папа у меня был депутатом Верховного Совета. В Жилинде он построил, ну как по его этому построили большой такой клуб тогда. И много он ездил, на съезды ездил. Он же пятилетками работал, вот хорошим работником был, молодым охотником. Он у меня еще ездил в Гавану в числе самых лучших молодежи, которые работали, и студентов, да? Слет в 1978 году, да? И их было только 4 человека из Якутии. Они полгода, по-моему, там ездили круизом, теплоходом Грузия, и они были в те времена, не все могли за границей съездить. Он заграничные, там маме настоящие американские джинсы, у мамы было все. Я помню маму только утром, которая она пила чай, и у нее красивые всякие ажурные, кружевные, синие была, ну, халат был, и утром она пила чай с мармеладом и шоколадкой, и она любила очень читать. Она очень грамотная была у меня мама и любила читать. Я ее помню красивой, с длинными волосами, которая утром радио включила и читает чай с конфетками и красиво там одетая. И поэтому у нас все было в те времена. Мама еще рассказывала, у нас был первый буран, первый телевизор Хариалахи. И первый вихрь 30-й у нас был, потому что, конечно же, хорошим работников раньше поощряли. И еще он был, папа у меня был приглашен в 80-м году на Олимпиаду в Москве.
И у нас, помню, были, ну я не помню, как он съездил там, но у нас были сувениры, у нас были платочки, которые вот с цветочками Олимпиады, у нас сувениры стояли там из Кубы, и в Бразилии были, и в Португалии, и в Испании. Вот в этой люльке мы выросли все, и такие песни пела нам мама перед сном. И все кочевали в этой люльке, потому что люлька называется бо, она как, идет как колясочка, как люлька, и потом ее на перекочевках тоже на оленю навьючивает, и ребенок вместе с ним. Может он сидеть, может лежать, маленький ребенок. Это мне дедушка сделал, когда я родилась, потому что я с двух сторон первая внучка. С двух сторон первая внучка, так что меня растили как и старшую девочку, как сестру, и, конечно же, все вот. Все дети, которые, все мои братья и сестры выросли на этой люльке. А это я вам покажу такие штанишки, ползуночек такой эвенкийский с открытым дном снизу. Он идет внутри такой мех. Мех суана, это олененка, это только рожденный олененок, ну, мех олененка. И делали такие ползунки раньше дети вместе с кенчами, вот такими, да, обувью, да, чтобы не было морозом, страшные морозы, чтобы не были, да, в чуме, чтобы не мерзли. И тут можно по маленькому сходить, стоя ребенку, да, чтобы это не было, не снимать постоянно штанишки, да. Это моя бабушка шила, стопая, это мама моего отца, это ползунки моего папы. Вот. Это шито было, когда папа родился в 1951 году. Смотрите, как сохранились. Вот, это моя бабушка шила для своего ребенка. Да, семейная реликвия. Я думаю, что это мы же видим, как она сделана. Наверное, таких нету даже в музеях, потому что я всегда бываю в музеях, везде, нигде не была бы. И в Хабаровске там же венки есть, и везде есть, и в Иркутске, Новосибирске, в Томске, в Бурятии. Даже тут я была, тут таких материалов не было. И вот это тоже. А это санки. Как я рассказала, что люльку сделал мне мой дедушка, он был мастером на все руки, он очень хорошо мастерил именно охотничьи принадлежности, лыжи, которые сзади идут с камусами, с мехом, да, и ему заказывали, очень хорошо заказывали, и зарплату он обычно брал не деньгами, а оленями, потому что он делал очень хорошие сани. Даже в тот раз я ездила домой на малую родину, и одна моя знакомая рассказала, что купили, заказали моему дедушке, многие заказывают, я знаю, что еще один стоит у кого-то, потому что маленькая же деревня, да, и она рассказала, что то, что мой дедушка делал, каждый год призовые места получает. Именно не второе, а всегда первые места, потому что у нее же одалживает вот эти сани, да, и получается, в тот раз она сказала, что ее можно сфотографировать и такую же сделать. А этот сани, который у нас есть дома, я их тоже привезла, что, может, я в музей или что-нибудь сделаю, да, потом, да, уделаем, да. У нас мечта есть такая. И с этого оригинала мой муж делал вот такие санки, которые дедушка мой делал. Они же различаются, да, несколько там разновидностей.
это мой брат делал, а это мой муж делал. Ну, это называется для одного человека, вот, да, а это уже можно там вещи, груза, детей, тут еще люльку можно поставить, так и битку можно сделать, да, и отметьте, что тут красивые ножки еще, они небольшие. Например, я вот в Южной Якутии была, везде была чуть-чуть санки поменьше, в других регионах, да, а у нас прямо большие были, потому что там постоянные кочевья через тундру, получается, они поэтому и летом мы на санях кочевали, перекочевки были, да, вот навьюченные, и аргиш, и зимой тоже, поэтому. Вот у народа севера они называются нарта, у эвенков называется херга. Ага, херга. Бабушка тоже очень хорошо шила, мамина мама Прасковья. У нее шов был. Конечно, все мастерицы, они шили. Конечно, все шили. Но у каждого шов тоже. Кто-то там хорошо делает бисер, кто-то. Поэтому они собирались. Почему вот в картинках именно Эвенков рисуют очень много женщин, и вместе они начинают там петь, сочинять, потому что я каждое лето, особенно летом, когда солнышко, уже тепло, обычно вот с моей тетей, да, получается, папина сестра, которая вот по папе дали плохое имя, чтобы вот нечистые силы его не забрали, да, и взяли детей на воспитание. Бабушка, они их научили всему вот, ремеслу, которое, да, и я помню, маленькие мы были, у меня еще сестра есть, шитью, там выделка, там, они все делали, потому что именно летом, уже начиная, да, они выделки делали летом, потому что на свежем воздухе там много пыли и нету, длинные ночи, короткие дни, они начинали вот шить. У нас выделку делали именно шкуры и камусов именно вот гнилушкой. Есть же вот гнилушка, которая красная. И искать хорошую гнилушку тоже было, ну, как-то везде вроде бы есть, да, а если хорошую гнилушку найдешь, то она как не вроде бы, да, а она очень хорошо выделывает. Прямо и цвет хороший такой оранжевый, ну, цвет охры, прямо она сама, если хорошую гнилушку найдешь, она, говорили, что она во вес золота, потому что это зимние вещи же, да, тогда носили только, конечно же, таких не было, всяких теплых одежд, да, в то время. Они обязательно для эвенка, олень, это все было, начиная с одежды, транспорта, еды, друга, поэтому все, что у меня, это с молока матери, то, что я занимаюсь. Если бы я не знала, я бы, наверное, даже я только учила бы по книжке, да? А мне это не приходится, это благодарю своих родителей, бабушку, дедушку, потому что вот именно шитье, выделка, я все видела, я все это знаю, мне не надо там учиться на кого-то, на портного, на который выделку где-то специально делать, это же годами должны люди учиться, а тому народному ремеслу человек даже не учится, он смотрит, ребенок живет в этом. Это для меня всегда, когда я поехала учиться, они все, о, она все делает, она унты делает, там учителя, и вот ребенок совсем, 18 лет, там, да, 17, и я подрабатывала себе тем, что в то время вообще мало денег не было, и я подрабатывала, шила шапки. После 10 у нас в общежитии свет выключали, а я сидела в коридоре со всеми своими вот инструментами, гнилушкой. Ну, в обиду себя я вообще не стеснялась. Я несу наследство, я несу ремесло своего народа, то, что мне передалось от моих родителей, от бабушек. Это же такое наследство. Трепетно отношусь к своей работе, потому что это моя работа.
Вы знаете, да, говорят, что любой язык можно учить. Человек, слава богу, тому, что даже можно сочинить любой язык, как бы эльфийский даже люди сочиняют, да. Есть сами, которые народ вообще забыли. Хотя у нас хотя бы есть люди, которые говорят на венкийском, которые поют на венкийском. И это очень, да, и письменные есть, очень много материалов. Я в этом плане венков очень горжусь своими венками, да, которые работают тоже в этом стороны, чтобы все это сохранилось. Язык сохранился, грамматика, буквари, которые наши ученые, которые работают. А вот если у нас оленя не будет, если у нас материальной культуры не будет, мы все азиаты без национального костюма на одно лицо будем. Я думаю, что человек должен делиться тем, что умеет. И если все это, конечно, во благо народа, во благо нашей культуры, надо не говорить, что что-то не так делали, это не так. Надо делать и пропагандировать, делать то, что ты умеешь, показывать народу. Мы сейчас стали сплощенными, это радует. Мир на земле, да? Если человек, для чего у нас язык? Для того, чтобы договариваться, для того, чтобы мирно жить, да, вот эту культуру я воспринимаю как мир. Культура сама мир, потому что культура, слово, все, что делано руками человека, это культура же, да? И песни, и духовная, не надо делить ее на духовную, на материальную, это все одно. С каждым разом, с каждым годом я становлюсь еще мудрее, когда я езжу в другие регионы, я смотрю на другие культуры и еще начинаю находить в своей культуре красоту, необычность. И с каждым годом становится много мастериц, это радует. И, конечно же, радует, что венки с каждым годом становятся сплощеннее. И, конечно, это вдохновляет творческого человека, это меня радует, это мы есть как народ, есть как коренные малочисленные народы, которые проживают и сохраняют свою культуру в дружелюбном отношении, любя свою культуру. И, конечно же, каждым годом я нахожу себя с разных ракурсов, в разных областях, все меня интересует. И, конечно же, все это взаимосвязано между собой, да, и интересно. И, конечно же, в этот светлые праздничные дни хочется всем прекрасной половине пожелать счастья семейного, красоту. А в красота, наверное, в душевности, в доброте, в человечности. Синильга с детства мечтала только об одном – стать певицей, и мечта ее сбылась. Конечно, для этого пришлось немало потрудиться, но зато певицу Синильгу знают не только в Якутии, России, но и далеко за их пределами. Она с блеском исполняет песни на разных языках, вплоть до китайского. И мы пожелаем ей еще больших творческих успехов и достижений в избранной ею любимой профессии. Синильга упкачин синду аябеген, горлонга надекал, катая аванкилду оджакал.